Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Галского телевидения информационный выпуск «События недели». В студии Ника Гачава. Сегодня в программе. В Галском районе отметили День абхазского языка. Нияз Гириная о подготовке энергетиков к осенне-зимнему сезону. В ЦРБ Галского района началась вакцинация против сезонного гриппа. Галские школьники готовятся к военно-спортивным соревнованиям. В средней школе села Вяда-Баргя прошло мероприятие, приуроченное ко Дню детской книги. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил командно-штабные мобилизационные учения Министерства обороны на полигоне Цабал, сообщает пресс-служба главы государства. В учениях участвовали резервисты 1-го Ткачалского полка, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, артиллерийские подразделения, военно-воздушные силы и представители силовых ведомств. Военнослужащие отразили атаку условного противника. Бжания поблагодарил участников и отметил слаженность, точность и оперативность в выполнении боевых задач. Народ Абхазии верит вам и уверен в том, что вооруженные силы обеспечат безопасность нашей Родины. Руководство страны с учетом той обстановки, которая сложилась вокруг нашего союзника Российской Федерации, уделяет и будет уделять повышенное внимание нашим вооруженным силам, подчеркнул глава государства. Бжания добавил, что в ближайшее время будут проведены необходимые мероприятия по укреплению вооруженных сил. Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заведующая районным отделом образования Екатерина Габелия посетили школы и детские сады, где учителя продемонстрировали открытые уроки. Как в Галском районе прошел День абхазского языка, смотрите в репортаже Гал-ТВ. Любовь к родине начинается с уважения к одному из главных богатств – языку. Именно поэтому День родного языка касается каждого. Родной язык – это часть культурного кода. Он связывает историю и современность, традиции и инновации. 27 октября в Абхазии отмечают День государственного языка. В галских школах проходит декада абхазского языка. Всю неделю учителя проводят открытые уроки, конкурсы, викторины, литературные вечера, различные мероприятия, чтобы в полной мере развить интерес и привить любовь к родному языку и Апсуара. Что ты знаешь об Апсуара? Апсуара – это в первую очередь уважение к старшим, это вот когда они заходят, мы привстаем там, вот, и некоторые обычаи, которые находятся в повседневной жизни. Скажи, насколько важно знание абхазского языка? Так как мы живем в стране Апсны, в стране Абхазии, нам важно знать язык страны, в которой мы проживаем. Скажи, как давно ты изучаешь абхазский язык? Может быть, какие-то фразы ты знаешь на абхазском языке? Абхазский язык я изучаю с детства. Я училась в Сухуме в абхазской школе, также я закончила в Сухуме абхазский садик. Взяла шабель. Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заведующая районным отделом образования Екатерина Габелия посетили ряд школ и детских садов, где учителя продемонстрировали открытые уроки, а воспитатели занятия на абхазском языке. Учите государственный наш язык, чтобы вы были настоящими патриотами своей страны. В поступлении вам желаю удачи, в выборе своей профессии. Инал Габлия поделился впечатлениями и рассказал о специальных программах, пособиях и методических материалах, которые разрабатываются в Министерстве просвещения и языковой политики для успешного изучения, сохранения, поддержки и развития абхазского языка. Яха хатает ходжбахча аяча, уаги хдрбет ирдру бзфа уроками пыргидар дискупхет рцуют купшуп и лучше язык алцот. Цхрара да разирта хоп хапа хоргана халана сацхраг цаква ахмарга по обрыгизи какой топ ярласна я харфарта хопа ходжбахчаги уаги напхкуича рцуютги харацвит ярласна халшу язык разнахгот. Их нас геояшта школа чебет это везет класса цвеча еще мне пыргазярт урок арямчибиш бзфя языкон абсубзфя ямшна яха язгварте да разископхет
рифафаша, рбзфа. Изи яцер церрилшот, ацхрара рахтар. Арцага рыгу пяхбит, обрезы, халшу закахцот, адалыкси пхад далатан. Методисты хасабала Ирина Засима пхала коба гедан, уизер гуанла гарабас Сергиса хайт. Пшцала бас пикаахго скухует, хоть коги дарат зербу обход иртахоп. Сегодня мы посетили детский сад «Звездочка» и первую школу гальскую. Увидели, как дети участвуют в неделе абхазского языка, побывали на открытых уроках. И я остался под хорошим впечатлением. Дети хотят заниматься, учить государственный язык. И учителя очень стараются, как и воспитатели, так и преподаватели в школе. Делают все, что в их силах. И мы готовы им в этом помогать учебными материалами новыми, которые мы издаем. Вот, все, что мы разрабатываем новое, мы готовы сразу же внедрять в классы Гальского района. Поэтому я уверен, что у нас будут новые результаты. И уровень знания государственным языком все будет с каждым годом улучшаться. Сегодня что делается Министерством просвещения и языковой политики для развития пропаганды и сохранения, естественно, в первую очередь абхазского языка? Да, это разработка в первую очередь новых методических комплектов. Мы совсем недавно, в прошлом году, запустили учебник для 2 класса в Гальском районе, он тоже активно используется. Это учебник с рабочими тетрадями, с аудиоприложением. Скоро мы сделаем для 3 класса, значит, учебник азбуку новую мы готовим, анбан. И для дошкольного, значит, периода мы тоже готовим книгу, букварь. Вот, соответственно, в детском саду мы тоже сегодня пообщались и совсем вот скоро привезем им интерактивный алфавит, вот, где можно с помощью нажатия на сам алфавит слушать звук, как он правильно произносится, слово. То есть вот такие методики мы активно будем внедрять в изучение абхазского языка. Абхазский язык – государственный язык Республики Абхазия, который распространен на территории всей современной Абхазии. Он относится к западно-кавказской группе кавказской языковой семьи. Это один из древнейших и архаичных языков мира, который сохранился до наших дней. Артвича зиги класс пырджи имя пыргет апсо бызша язгу амш. Ахучка и рыбхит генералаква ирхит ашаква и трыжика дзигазетква уянемс хараха школа джихаман ини цуху апсо бызша амш язгна ярту аурок. Абрия школа джа Сарауз звички и твоит пережашився. Имачзам хасхыс замта, куихан яхей нцгез, ихал яхай номер замта, вальпи амта харада яхей зимару пахучка абсфецара, избанзерна хучка яха аурус безфела яхей чабу ялаги абхашка ханазаста. Уже яратачеге захатахату яштука безфя рцац. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии ежегодно проводит тотальный диктант, приуроченный ко Дню абхазского языка, и этот год не стал исключением. Учащиеся Галского района также приняли в этой акции самое активное участие. Ехеста хоп зеге псникун хважлари рыдысны хеларц апсо бзша амчибиш ахрук шарамыш. Хараха школачы ариамчибиш зегескын апсо бзша аженралыква, ажепшква и вилыпшым аузым епка тукарам епкара. Ехе хаму бахрук шарадмышы. Ахучква гуацпа херыла рхала дырхуйдари. Ауз апсо бзшар царагала районачы имарьёвустым избанцыр хара яхакуршана ара апсша зхо азкидыҟаӡам убри аҟнытә ахәыҷы аурок аҿы ашкол аҿы иаҳазала мацара иусура убри иадҳәалоуп. Хочу поздравить сегодня народ Абхазии с Днем абхазского языка. Во всех школах Абхазии проводятся недели абхазского языка. У нас есть методические пособия, у нас есть учебники. Было время, когда 23 года тому назад я начинала работать, у нас в школе была одна книга, один учебник, который мы переписывали и передавали друг другу. Дети с доски переписывали и так только занимались. Тем не менее,
Учились тогда не хуже, чем сейчас, честно говоря, потому что была такая какая-то мотивация. Нет документов у детей, они не могут поехать и реализовать себя в Абхазии и в России. Из-за документов они остаются, к сожалению, здесь, и потом они вынуждены выехать в Грузию учиться. Вот это боль каждого учителя абхазского языка, который работает в Гале, потому что мы растим этих детей, мы их любим, мы хотим, чтобы они в пользу Абхазии пошли, и получается у нас обратный эффект. По словам заведующей районного отдела образования Катерины Габеля, уровень знания абхазского языка в Галском районе значительно улучшился благодаря новым специалистам и современным методам обучения. На этой неделе у нас проходила неделя абхазского языка во всех 19 школ Гальского района и во всех садах Гальского района. В 10 школах Гальского района прошли открытые уроки районного уровня. И в 2 садах проходили уроки абхазского языка. Сегодня нас посетил министр просвещения и языковой политики Каблейнар Соломонович, посетила замминистра Ада Алексеевна Квартеля и методист абхазского языка Лапопа Ирина Засимовна. За что мы очень благодарны им, что они нашли время, приехали и посетили открытый урок. Сегодня новые методики. Сегодня мы хотим поменять, у нас языковой барьер существует с детьми Гальского района. Дети, они слышат этот язык только на уроке. Как и русский, так и абхазский. Но так как в садах ввели абхазский язык, есть очень большие изменения в лучшую сторону. Мы гордимся тем, что наш народ может говорить, танцевать, петь на нашем родном государственном языке. Апсны, кунпажи, разыги, и фидесны халот. Апсобусхам чипш, агуабзера, аман шалара, атуншра. Наунагза апсынра, наунагза апсны, кунпажи, разыги, наунагза апсобусхам. Учителя абхазского языка бережно хранят свою языковую культуру и передают знания из поколения в поколение. Основная сложность для школьников, как и прежде, состоит в том, что в Галском районе нет языковой среды, и учащиеся слышат абхазскую речь в основном только на уроках. Но тем не менее, как утверждают языковеды, с годами школьники все лучше и лучше осваивают абхазский язык. Дети пишут, читают, переводят тексты и даже поют на абхазском языке. Несмотря на то, что Министерство просвещения и языковой политики, районный отдел образования, школы прилагают максимум усилий для популяризации абхазского языка как неотъемлемой части культурного и духовного наследия, и проблемой сохранения абхазского языка занимаются на государственном уровне, вопрос развития национального языка до сих пор остается острым и актуальным. Анжела Убилава, Бату Библая, Парис Цацуа, Гал ТВ. Галские энергетики уже начали подготовку к осенне-зимнему периоду. О проведении плановых работ, количестве сотрудников, а также о возможности избежания веерных отключений электроэнергии рассказал нашим коллегам руководитель филиала РУП Черноморэнерго в Галском районе Нияз Жгириная. Подробности смотрите в нашем материале. Здравствуйте, Нияз Дазмирович. Основной темой нашего сегодняшнего разговора будет подготовка энергетиков к осенне-зимнему периоду. Для начала давайте обо всем по порядку. Расскажите, какие основные задачи сегодня стоят перед филиалом РУП Черноморэнерго, сколько сегодня здесь работает человек и какое количество абонентов вы обслуживаете в вашей организации? Здравствуйте. Подготовка к осенне-зимнему периоду в основном, наверное, нас интересует. И для энергетиков это самый сложный период, и мы понимаем такое внимание к нам. Почему?
это прекрасно понимаем, но тем не менее мы к нему готовимся, и руководство наше всегда готовится, всегда планы есть, задачи стоят, какие-то материалы подготовлены, переданы Сухума, там трансформаторные масла, кабеля, кое-какие вещи, которые на аварийные работы, устранение аварийных работ необходимы в первую очередь, а потом как бы по аварии уже будут доставлять то, что необходимо. Здесь просто и амортизированных, изношенных много и линий, и трансформаторов, и как бы на все это, конечно, не хватит, но тем не менее у нас есть и эксплуатация, и трансформаторы на месте ремонтируем, так что мы готовы к нему. Ну, пока грех вообще-то жаловаться на какие-то веерные отключения в последний период времени, имею в виду, или отключения по графику, вообще редко вот сейчас отключение света, насколько я наблюдаю. Вот, как вы думаете, вы можете прогнозировать, что вообще нас ожидает зимой? Это связано, вот то, что сейчас не так часто отключают в связи с тем, что энергокризис преодолен из-за того, что майнинга уже нет? Или все-таки есть еще и другие проблемы? Опять же, то же самое ветхое оборудование, техника, оборудование, выходящее периодически из строя. Главный вопрос, чтобы графика обойти, это абсолютно не зависит от района. Это генерация. Если у нас будет подача с генерацией, имею в виду ГЭСа, переток уже есть, уже давно он работает, только на Ингургесе 2 района только сейчас в данный момент работает, это Гала, Ачамчира. И если у нас сбоев не будет по подаче с генерации, у нас других таких масштабных проблем нету. По оборудованию, как я уже озвучил, там кое-какие аварийные эти заначки у нас есть. Слава богу, руководство Черноморэнерго об этом думает в летний период, чтобы начало зимы мы как-то готовы были кабеля, рубильники, что-то, масло, такие вещи, которые необходимы, столбы, провода, они уже нам его дали и для устранения аварийных работ. Чтобы сейчас систему полностью поменять, это очень такое очень дорогое удовольствие, на это ресурсов точно не хватит ни Черноморэнерго, даже и бюджетных государственных масштабов. Один плюс есть по сравнению с прошлым годом, сейчас майнинги почти как бы уходят. Есть какая-то, допустим, инвестиционная программа, в соответствии с которой вы, наверное, должны будете менять старое оборудование на новое, или она вообще не принята? К сожалению, мы за эти года в инвестпрограмму никак не попали. Наверное, у руководства есть планы на это, и я думаю, что в ближайшее будущее мы попадем в инвестпрограмму для улучшения сетей внутренних. Остальное, что касается потенциал работников, сотрудников, профессионалов, слава богу, у нас есть. И чтобы слаженная работа энергосистемы была, тут, как вы озвучили, тут комплексного подхода. Не только там энергетики, там и правительство, там руководство Черноморэнерго, администрация района, в комплексе население, любой житель имеет прямое участие. Как по потреблению, так и к отношению к бережному энергосистеме. Все вместе в комплексе она дает результат. Гальский район всегда отличается лучшими показателями, и по расходам самый меньший, и по сбору самый большой. Понятное дело, что главная задача для энергетиков – это обеспечение постоянного бесперебойного снабжения потребителей. И вот в связи как раз с наступлением осенне-зимнего периода, вот если говорить конкретно, какие работы плановые проводились? 18 трансформаторов уже отремонтированы за последние пару месяцев и поставлены на места. Линии там поменяли частично, кабеля сделали замену, где были проблемные места. И более-менее подготовились, где были, заменить надо, контакты поврежденные. То есть много там комплекс всех мероприятий проведен, чтобы мы эту зиму встретили более-менее так достойно. Буквально недавно, недели 2, по-моему, назад, если я не ошибаюсь, даже мэр озвучил, что повалило несколько столбов, были оборваны шквалистым ветром линии электропередач. Вообще, насколько часто такие случаи бывают аварии и насколько быстро, оперативно удается восстановить это все, вернуть свет потребителям? Недавняя стихия, которая прошлась по нашему району,
Ну, честно говоря, за мою практику я в такой период, такой стихии я не помню. Были, да, осадки, снежные осадки в зимний период несколько лет назад, и у нас тогда не было такого масштаба стихии одновременно и в городе, и в селах, и вместе повалило деревья за собой повалили и опоры, поломались, линии повредились, трансформатор вместе с КТП вообще свалило в районе Хохлова. Хохлов, населенный пункт за городом. Полностью ушел. И вы представляете, это одновременно, когда в 10-15 точках оперативные бригады и техника не успевает одновременно все это сделать. И ребята в течение 3 дней все восстановили. Это, ну, представляете, погодные условия тоже ливень. Но, тем не менее, они со своей задачей справились. Огромное спасибо им всем за свое такое ответственное отношение к работе. В Абхазии до недавнего времени вообще всегда были самые низкие тарифы за свет, по крайней мере, если сравнивать с соседними странами. Вот сейчас эти тарифы почти удвоились. Вот. Вообще, как платят потребители, какая плата абонентов сегодня и вообще с чем связана вот эта ценовая политика, чем она обусловлена? Вы понимаете, это энергия, самая дорогая энергия в мире. Там как бы по сравнению с газом, с этими, это просто не бывает в мире такой, чтобы она была за копейки где-то подавалась. Нету. У соседей рядом, у соседей там она стоит в 10 раз больше. Но не может она быть таким маленьким. Она, ну, как бы правительство максимально постаралось его держать на минимуме, но мы же не можем, как на дотации всегда сидеть, какие-то копейки должны быть в Черноморэнерго, чтобы она хотя бы текущие аварийные работы устраняла. Откуда она эти деньги? Со выручку должна жить, какая-то выручка должна быть. И те тарифы, то, что сейчас есть, таких тоже нигде нету. Она в 5 раз меньше, чем у соседей и слева, и с правого берега. В Гайском районе вообще всегда, по сравнению с другими районами, ну, насколько я знаю, насколько мне известно, исправно платили за свет. Вот сейчас такая же тенденция или вот в связи с увеличением тарифов уже существуют какие-то большие задолженности? Значит, после принятия тарифной политики, что принятой Кабмином, физлица на сегодняшний день за киловатт оплачивают 90 копеек, юрлица рубль 40. Город у нас, в принципе, основная часть оснащена приборами учета, и за киловатт, сколько киловатт потребуется, столько и как бы будут оплачивать. В селах оно 900 рублей за месяц. Исходя из 1000 киловаттов, расчет так сделан, 1000 киловатт в месяц. Сейчас недовольство, конечно, когда тариф поднимается, довольным никто не будет. Понятно, что недовольства были, но тем не менее население ответственно к этому отнеслось, и собираемость у нас не упала, у нас также была, и как бы чуть рост постоянно есть. Так что это и на цифрах видно. Вы сейчас вот 40%, это, вы понимаете, по ситуации республики, это самый лучший показатель. На этом, пожалуй, все. Дай Бог, чтобы у нас всегда был свет и возможность за него платить. Всего доброго. Всех благ. Спасибо вам, что вы обращаете внимание такое особое на нашу отрасль, что она важна, мы все понимаем и с пониманием к этому относимся. И еще раз хочу население попросить, чтобы они более ответственно отнеслись к оплате электроэнергии. Осенние холода несут с собой сезонные инфекции, в том числе и грипп. 26 октября в Центральной районной больнице началась вакцинация против сезонного гриппа. Иммунизироваться могут как взрослые, так и дети от 6 месяцев. Вакцинация бесплатная, и каждый желающий может обратиться в ЦРБ. Репортаж Илона Микава. Наступила осень, пора сезонных инфекций, в том числе и гриппа. Опасность этих заболеваний в том, что распространяются они очень быстро, а это может привести к массовому заражению. Поэтому уже сейчас необходимо позаботиться о своем здоровье. И наиболее эффективной мерой защиты от гриппа является вакцинация. Как часто к вам в больницу обращаются пациенты с ОРВИ или с гриппом? И по сравнению с прошлым годом больных меньше или больше? Больные с острой респираторной вирусной инфекцией к нам ежедневно обращаются. Степень тяжести различная, но чаще всего
это легкая и средней степени. Сезонный грипп, он очень контагиозный, обычно протекает в течение 5-7 дней. В Галицком районе вакцинация против гриппа начнется 26 октября. Для профилактики будет использоваться препарат Ваксигрипп Тетра. Данный препарат действует против 4 штаммов группы А и Б вирусов гриппа. Иммунизироваться можно как взрослым, так и детям от 6 месяцев. Вакцина делается после консультации у терапевта. И после всех обследований, при подтверждении, что человек здоров, он направляется в процедурный кабинет на прививку. Иммунизация бесплатная, и каждый желающий может обратиться в ЦРБ. Вакцина проводится среди взрослого населения, также среди детей от 6 месяцев. Вакцина применяется для профилактики гриппа. Значит, детям до 3 лет вакцина осуществляется в бедро, как обычные вакцины. Что касается взрослого населения, то это дельтовидная мышца, то есть мышца плеча. И что касается осложнения, осложнения редко наблюдается. Если бывает, то это покраснение, которые прикладываем лед, и больше ничего особенного нет. И вакцина проводится, перед этим проводится консультация. Если взрослое население, то проводится консультация терапевта. Если нет острых заболеваний, если нет температуры повышения на данный момент, то без проблем осуществляется вакцинация. В течение 30 минут больной находится в стационаре, после чего отпускается на дом. Какая категория людей особо восприимчива к гриппу? Слабый иммунитет у которых. Если есть какие-то хронические заболевания, это все-таки детский возраст и пожилые люди. А как можно повысить иммунитет? Иммунитет, физические нагрузки, физические занятия на свежем воздухе. Слава богу, у нас это все имеется, то есть морской воздух, фрукты. У нас все это не загрязнено, поэтому это все возможно, это все есть. Также можно принимать витамины, которые по возрастной категории тоже можно будет без проблем определить, какие принимать. Вакцинируются максимум 2 раза в год, но обычно достаточно провакцинироваться 1 раз. Вакцинация против гриппа является относительно безопасной. Тем не менее, существует ряд ограничений. Противопоказано делать прививку при наличии повышенной аллергической чувствительности и при обострении хронических заболеваний. При кишечных инфекциях и ОРВИ вакцинация возможна только после снижения температуры тела до нормальных значений. Обо всех противопоказаниях расскажет врач, который будет проводить консультацию до прививки. Он же определит их наличие, и при необходимости вакцинация будет отложена или отменена. Иммунизация, она что дает? Особенно иммунизируются люди, которые болеют заболеванием бронхолегочной системы. Почему? Потому что данное заболевание, оно поражает легкие, иногда спускаясь с верхних дыхательных путей на средние и нижние. И люди, которые болеют бронхиальной астмой, у них тяжелее протекают эти все заболевания, поэтому они иммунизируются, и заболевание либо их не касается, либо проходит в такой поверхностной форме. А кому нельзя прививаться? Может ли вакцина принести вред здоровью? Да, конечно, есть категория людей, которые имеют высокую чувствительность к компонентам вакцины. То есть это же чужеродный белок, который попадает к нам в организм. Поэтому люди с повышенной аллергической готовностью, они должны опасаться. То есть это все уже по специальной схеме, через пробы делают эту вакцинацию. Туда же относятся беременные женщины и так далее. То есть есть свои определенные классификации пациентов, у которых есть относительные противопоказания и абсолютные. То есть это уже в индивидуальной беседе все это врачом устанавливается и допускается, либо наоборот отклоняется от иммунизации данный человек в процессе беседы с врачом. Что лучше всего использовать для профилактики гриппа и ОРВИ? Знаете как, здесь это все относительно. Многие прибегают к народным средствам, ставят там чеснок выжатый, чтобы вот эти эфиры чеснока, доказанные свойства противомикробные, реализовывались. Но говоря уже о профилактике, это, конечно же,
закаляться с детства. Сейчас это именно должно все идти с раннего возраста. Ну или хотя бы поэтапно, то есть контрастный душ. Но это надо делать регулярно. То есть сейчас, если человек, который этим не занимался, сразу начнет закаляться, он заработает себе пневмонию, пиелонефрит, обострение остеохондроза, гайморита и так далее. Все воспалительные процессы у него обострятся. Поэтому это надо делать с лета начиная и регулярно по алгоритму. Есть специальные алгоритмы, которые закаляют организм. Для сезонного гриппа характерно внезапное появление высокой температуры, кашель, обычно сухой, головная боль, мышечные боли и боли в суставах, тяжелое недомогание, боль в горле и насморк. Кашель может быть тяжелым и длится 2 недели и более. У большинства людей температура нормализуется, и симптомы проходят в течение недели без какой-либо медицинской помощи. Болезнь может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, и даже заканчиваться смертельным исходом. Случаи госпитализации и смерти крайне редко, в основном в группах высокого риска. Какие осложнения могут быть у гриппа? Ну, самое грозное осложнение гриппа – это пневмония. То есть она может быть односторонней, может быть двусторонний, отит может быть, воспаление уха, которое, если вовремя не лечить, может осложниться нагноением и уже развиться менингит, а если его упустить, то энцефалит, то есть воспаление головного мозга, а также абсцесс мозга, то есть развитие гнойного очага в полости мозга. Пневмония также может привести к дыхательной недостаточности. То есть вот основные, в принципе, осложнения. Там есть, конечно же, и запущенные формы, то есть об этом можно дискутировать долго, когда ты упустил пневмонию, потом может аж до сепсиса дойти, и там уже, как говорится, исход будет плачевный. Исходя из этого, можно сделать вывод, что хоть и редко, но осложнения гриппа все-таки бывают. Следует своевременно обратиться в больницу за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений и непоправимых последствий. Не стоит относиться к здоровью пренебрежительно, ведь это в ваших же интересах. Илона Микава, Анжела Убилава, Борис Цацуа, Гал ТВ. Военно-спортивные соревнования Аяйра, в которых принимают участие все районы Абхазии, проходят ежегодно по инициативе Министерства просвещения и языковой политики. В соревновательную программу входит стрельба из автомата, стрельба из лука, строевая подготовка, бег, подтягивание, оказание медицинской помощи и метание гранаты. Команда Галского района состоит из 10 человек. О подготовке школьников к военно-спортивным соревнованиям в репортаже Анжелы Убилава. Ежегодно по инициативе Министерства просвещения и языковой политики проходят военно-спортивные соревнования Аяйра, в котором принимают участие все районы Абхазии. В соревновательную программу входит стрельба из автомата, стрельба из лука, строевая подготовка, бег, подтягивание, оказание медицинской помощи и метание гранаты. Сейчас в галских школах нет такого предмета, как начальная военная подготовка, который воспитывает патриотично настроенных граждан, умеющих действовать в различных экстремальных ситуациях. А сегодня умение защищать свою родину особенно важно, как никогда. Хотелось бы сказать, что соревнования военно-спортивные Аяйра называются, они проводятся в нашей стране на протяжении уже 20 лет. Они очень стимулируют старшеклассников, потому что в процессе подготовки к этим соревнованиям вырабатывается некий командный дух, сплочение коллектива. Но самые главные цели, что преследуют организаторы, это, естественно, выработать патриотизм у подрастающего поколения, у будущих защитников нашего Отечества. Дело в том, что в этих соревнованиях принимают участие все районы Абхазии, это 8 команд, то есть столица и 7 районов. Галская команда, как мы все знаем, к сожалению, не имеет в школах такого предмета, как НВП. Сложности определенные в подготовке к этим соревнованиям имеются. В будущем, я думаю, что все-таки как-то надо будет пересмотреть, хотя бы в некоторых школах уже включить предмет начальной военной подготовки, хотя бы на базе одной школы, чтобы были какие-то практические занятия по начальной военной подготовке. В
В школах начальная военная подготовка появилась в 1967 году с принятием новой редакции закона СССР о всеобщей воинской обязанности, согласно которому допризывная подготовка стала отдельным предметом для учащихся старших классов средних школ и учреждений среднего специального образования. Начальная военная подготовка была обязательным предметом, стояла в расписании, за эту дисциплину ставили оценки. На уроки ходили и мальчики, и девочки. Гендерного деления, как на уроках труда, в этом случае не было. Для меня это не как игра, а чтобы я знала это всему. Я с детства меня это интересовало всегда. А расскажи, как тебя зовут, сколько человек в твоей команде, девочек, мальчиков? Вообще, чему вы здесь учитесь, где вы собираетесь выступать? Насколько вообще важны, нужны эти знания? Для вас это игра или что-то большее? Меня зовут Лука Сабулова. У нас в команде 10 человек, 3 девочки, 7 мальчиков. Мы едем в Сухум выступать. Кто вас всему учит? У вас преподается в школе НВП? НВП не преподается. Угу. Ну вот этим соревнованиям тут разные виды, я смотрю. А вот у кого вы всему научились? Нас всему научили Тимур Омарович и Ринос Блискария. Какое из соревнований больше всех тебе нравится? Бег. А тебе бег? А вам, ребята, давайте по очереди, вы тоже скажете, что именно больше всего нравится? Подтягивай. Подтягивай, а тебе? Разложение автомата. То же самое, калашник разлаживать, очень интересно. А тебе какой вид соревнований нравится? Бег. Бег. Мне тоже бег. Нам это пригодится защищать родину, защищать сам себя. Не знаю, в любых ситуациях. Равняйся! Смирно! На первый, второй! Рассчитайся! Первый, второй, второй, второй. Первый, второй. Еще раз. Отряд! На первый, второй! Рассчитайся! Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Второй, первый. Отряд! Две шеренги! Стройся! В одну шеренгу! Стройся! Две шеренги! Стройся! Направо! Направо! Налево! Налево! Кругом! Кругом! В одну шеренгу! Стройся! Равняйся! Смирно! Вольно! НВП включала в себя несколько практических и теоретических разделов. Ученики проходили строевую и огневую подготовку, учились маршировать, собирать и разбирать автомат. А еще учились оказывать первую медицинскую помощь раненым и ориентироваться на местности. Сегодня всему этому ребят учат Тимур Пиквискири и Ринос Булискерия, которые готовят старшеклассников к военно-спортивным соревнованиям. Половина, часть этих видов соревнований военной направленности. Поэтому по физической подготовке, понятно, здесь преподаватели физкультуры работают, но что касается строевой подготовки, стрельбы из автомата, разборки автомата, метания гранаты и так далее, здесь определенные сложности возникают, и поэтому я вызвался помочь галской команде. Вижу, желание у ребят есть, стремление есть. Чтобы они для количества там не выглядели слабенько, так и чтобы они как-то не падали духом, я решил все-таки поддержать ребят, приехать и все, чем я обладаю, поделиться. Я вижу потенциал у ребят великолепный, единственное, просто нужно с ними работать. Для каждого жителя Галского района, я думаю, что честь в тех или иных соревнованиях защищать честь своего района. Очевидно, что школьники с удовольствием и особым энтузиазмом занимаются и учатся всему у наставников. Стоит заметить, у ребят это отлично получается. В составе галской сборной команды 10 человек, мальчиков 7, девочек 3. Основную часть команды занимают школьники средней школы имени Муратия и 2 старшеклассника из Шашикварской школы. Учитывая, что у ребят было совсем мало времени, их знания, умения и навыки впечатляют.
Совсем скоро, 1 ноября, ребята примут участие в состязаниях, где они на практике будут отрабатывать полученные знания и продемонстрируют знания основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, знания основных видов военно-профессиональной деятельности, умение оказывать первую помощь пострадавшим и, конечно, чувство гордости за свою родину и ответственное отношение к выполнению конституционного долга в защите Отечества. Анжела Убилава, Илона Микава, Бату Библая, Гал-ТВ. Мероприятие, приуроченное ко Дню детской книги, прошло в селе Вяда-Баргяб по инициативе Россотрудничества в Абхазии совместно с молодежным движением «Время молодежи». Мероприятие было ярким, разнообразным и увлекательным, несмотря на то, что подготовка заняла у ребят всего несколько дней. Каждый, кто принимал участие в празднике, был награжден грамотой и подарком. Как прошел День детской книги в селе Вяда-Баргяб, смотрите в наших материалах. По инициативе представительства Россотрудничества в Абхазии совместно с молодежным движением «Время молодежи» в средней школе села Вяда-Баргяб прошло мероприятие, приуроченное ко Дню детской книги. К празднику ребята готовились под руководством преподавателя русского языка Эллы Цава. Сама подготовка заняла буквально несколько дней. Но, несмотря на столь короткий срок, мероприятие получилось весьма красочным и интересным. Нам очень приятно и спасибо говорим Русскому дому, Россотрудничеству. То, что благодаря них сегодняшнее мероприятие имеет место быть, и оно осуществляется, и мы проводим в рамках формата Дня международной детской книги. Давайте вспомним наше детство, мы взрослое поколение, которое мы родились и читали сказки. То, что мы читали в детстве, до сих пор нам это помнится, много раз это нам в жизни пригодилось, мы сталкивались. Они были поучительные сказки. В качестве гостей присутствовали заместитель главы администрации Галского района Джамбул Кортава, председатель районного собрания Беслан Кантария, глава администрации села Вяда-Баргяб Дмитрий Шларба, заведующий отделом культуры Спартак Кабба, педколлектив школы, учащиеся и их родители. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, представители администрации, представители Народного собрания, глава администрации села, директор школы и учащиеся, родители. Я очень рад, что этот день нам был предоставлен здесь. И мы хотим сегодня показать частичку русского мира и будем проводить Международный день детской книги. Все, что детки сегодня нам покажут, пусть это будет им урок и на будущее, чтобы они знали, как все это нужно делать. Потому что показывая опыт старших, младшие начинают расти, мудрее. И дай Бог, чтобы были мудрее намного нас. Началось представление с гимнов Республики Абхазия и Российской Федерации, после чего учащиеся представили вниманию зрителей подготовленные номера, а именно стихотворения, пословицы, басни, инсценировки и песни. Ребята с удовольствием называли имена героев произведений, угадывали сказки по сказочным предметам, отвечали на вопросы, собирали из слов пословицы о книгах, вспоминали правила общения с книгой. Представительство Россотрудничества неоднократно оказывало содействие и галским школам. И в этот раз гости пришли не с пустыми руками. Для пополнения учебного фонда школьной библиотеки села Вяда-Баргяб гостями были подарены учебники 5, 6, 7, 8 классов и другая необходимая художественная литература, а также портреты с биографиями детских писателей. Наша организация старается принимать активное участие в жизни школ, учебных заведений и вообще жизни Абхазии, продвигая российскую культуру, образование и науку. Поэтому мы взаимодействуем со всеми образовательными системами. Не первый наш приезд, когда мы привозим книги, ну и, так сказать, тоже участвуем в мероприятиях. И надеемся, что и в дальнейшем ученики школ будут принимать участие, они и принимают в различных российских викторинах и мероприятиях, организованных нашим Русским домом. Ну и хочется пожелать, конечно, успехов прежде всего в учебе детям, терпения преподавателям и всем нам мирного неба. В это село нас привели, во-первых, определенные моменты по работе, ну и, соответственно, глава администрации села
Шларба Дмитрий Даурович попросил проводить мероприятия в данной школе, в данном селе. Данная школа нам очень приглянулась, хорошие дети, хорошие преподаватели и главное, что старательные. Они очень хотят показать себя, хотят проявить себя и на самом деле русский язык изучать для того, чтобы могли больше, скажем, друг с другом общаться на разных площадках. Глава района с нами тоже общался по этому вопросу. Он говорит, я приветствую все ваши начинания, все наши старания для села, для школы самой тоже. И идем вперед. Директор школы Кобари Гвава поблагодарил представителей Россотрудничества в Абхазии и представителей молодежного движения «Время молодежи» за внимание и помощь, отметив, что школа также не обделена вниманием главы Галского района, районным отделом образования и главы администрации села, которые поддерживают все начинания и просьбы. В нашей школе в этом учебном году 77 учащихся, 21 педагогов. Материально-техническая база соответствует нормам. В школе библиотеку имеем, но библиотека, она не так уж так богата. Несмотря на то, что в прошлом году нам учебники с районного отдела образования выделили, обещают еще в этом году для старших классов учебники выделить. Вот сотрудники сотрудничества обещают художественную литературу привести, обогатить нашу библиотеку. Благодаря главе администрации села, благодаря администрации района, благодаря районному отделу образования частичный ремонт сделали в школе. Так что работа идет в мере возможностей. Огромное спасибо всем. Труд участников мероприятия был оценен по достоинству. В зале не стихали аплодисменты. В адрес ребят прозвучало много добрых слов со стороны представителей местной власти. К тому же каждый, кто принимал участие в празднике, был награжден почетной грамотой и подарком. Я от имени руководства района хочу поблагодарить организаторов, учителей и детишек. Но я поощрен сегодняшним днем. За сегодняшний праздник я даже где-то в моменте чуть прослезился, мне настолько интересно было, я ушел в детство. Большое спасибо Коба Гурановичу, большое спасибо Дмитрию Дауровичу, большое спасибо за то, что вы все это сделали, большое спасибо учителям, всему коллективу. И дай Бог, чтобы дети ваши по окончанию школы, чтобы побольше хороших учеников, отличников, чтобы у вас было. Мы всех любим вас, мы все прошли это уже, и то, что мы сегодня здесь, это заслуга наших учителей. То есть всем вас это. Большое вам спасибо, детишки, так держать, не робейте, не стесняйтесь, не волнуйтесь, выходите всегда бодрыми. В первую очередь хотелось бы выразить благодарность тем, кто провел это мероприятие, организаторам этого мероприятия, преподавателю русского языка, ну, естественно, детишкам, которые так красиво и харизматично передали нам то, с чем они работали. Мы за это маленькое время успели окунуться в мир детства, и самое главное то, что данное мероприятие сегодня как никогда актуально. В то время, когда глобальная компьютеризация вытесняет чтение книг, нужно проводить больше таких мероприятий для того, чтобы популяризировать книгу среди детей, среди молодого поколения, ибо книга является лучшим учителем во все времена. Школьники признались, что им нравится принимать участие в подобного рода мероприятиях, и они всегда с радостью и с особым энтузиазмом к ним готовятся. Мне очень понравилось это мероприятие, я был очень рад выступить на сегодняшней сцене.
со своими друзьями. Я могу сказать, что организация была довольно хороша. Я даже сам не ожидал такого, что мы сможем выступить настолько ярко и красиво. Книги все хороши. Любая книга, она всегда лучший друг и всегда может тебе помочь во всем. Она научит тебя любить, она научит тебя сострадать и многому другому. Самое сложное было стоять перед такой большой публикой, новые люди. Но, естественно, поборолись с этим страхом. Вот. И все. А что больше всего тебе понравилось? Больше всего мне понравилось. Узнала много чего нового. Как много времени ты проводишь за чтением? Честно. Честно, немного. Но люблю читать. Больше всего на каникулах. Благодаря доброжелательной атмосфере, царившей в актовом зале школы, мероприятие прошло увлекательно и интересно. Дети и взрослые получили массу положительных эмоций, заряд отличного настроения и огромное читательское удовольствие. Илона Микава, Анжела Убилава, Борис Цацуа, Гал ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся ровно через неделю. До новых встреч!